Река начинается с истоков. Человек из детства. Весной 45-го 15-летний Миша Спиридонов, в роду которого все были охотники и оленеводы, стал речником, матросом. Он помнит еще, как тогда, вручную, до 7-го пота бросали лопатой уголь в топку парохода. Время течет, как река, и память сохраняет только самое главное. Но все, что сделано, останется с тобой навсегда. Вилюйская ГЭС, алмазы Мирного, угольные шахты Сангара — во всех этих стройках есть частицы труда и его, капитана Спиридонова. Ведь Лена не просто река, главная магистраль Якутии. Мне поступить в речную технику помог капитан Богатырев Афанасий Данилович. Легендарный в нашем понятии капитан Богатырев. Это он пожилой человек, авторитетный, орденоносец, так, депутат Верховного Совета РСФСР в то время был. И вот мне привозил отец к нему. Говорит, возьмите моего сына, матроса. И вот Богатырев, глядя на меня, говорит, он маленький еще, не годится матросом. Отец его упрашивает, возьми, пожалуйста, у него большое желание работать матросом. Это было пределом моего счастья, моей радости, что я попал впервые на пароход. Ну, я, конечно, исполнительный был, все, как говорится, ухватывал на лету. Он рассказывал мне и передавал все это, историю реки, обстановки, все рассказывал. И вот я думаю, был своим счастьем, что попал к такому опытному капитану, как Богатырев. Ну, я должна сказать, что вот отец мой плавал 50 лет. Ну, конечно, профессия это очень трудная, потому что приходится находиться почти полгода без семьи, где-то вдалеке, оторванным от семьи. Но он был такой, что он всегда вот с юмором что-нибудь скажет такое, что всех рассмешит. И если, например, такое создастся какое-то положение, когда, например, на судне чего-нибудь там возникнет, он одним словом разрядит все это. Ну, а в общественной жизни, в работе его все признавали, и признавал и народ. И поэтому он был счастлив в этом отношении, он был счастливый человек. Да, в моей жизни самый сложный случай был, вот, что получилось. Речные суда стоят на виднейшем рейде Барьяна. И вот тут ураган. Гору валов на нас валится. Теперь такая сила ветра. Ночь, темень, сырой снег. И наши суда не выдерживают. Начинают, говорю, переламываться. Переламываться, именно переламываться. И вот танкер трубец переломился. Мы стоим, и рядом проносит сломанный танкер. Представляете, а что там люди обращались к нам, каким голосом, какой мольвой, выручайте, спасайте. Сразу снялись с якоря и все, пошли, как говорится, вдогонку за сломанным танкером. А там люди, 13 человек. А тут, наверное же, и такие волны, что как гора на тебя валится, волны. И в то же время надо подойти к этому судну, поврежденному судну, где люди там, и спасать. И ночь ничего не видать, сырой снег, и все глаза режет. Ну, вот в таких условиях мы спасали, смогли снять с этого аварийного судна экипаж весь. Прощай, радость, жизнь моя, знаю, едешь без меня, знать один должен остаться, тебя мне больше не видать. Темная
молодое поколение капитанов. Эти ребята не знали войны, голода, тяжелой работы. Они пришли на флот прямо со студенческой скамьи. Но роднит их общая судьба речников. Ждут их разлуки, мели и перекаты, неожиданные ледоставы и ураганы, извечное коварство севера. Трудности, конечно, были большие. Во-первых, на таком большом корабле плавать по линии, это само собой трудно, потому что у него большие габариты. Длина, ширина, осадка большая. А у нас порой воды вообще не хватало для того, чтобы пройти. До конца июля мы плавали, пока на реке воды много, плавали по линии, по Алдану. Так, а потом выходили мы на море, на морской участок. И везде трудности были. Но тем не менее мы работали. Но у меня были хорошие помощники. Вот Захаров Виктор Филиппович, который сейчас плавает, нынче капитаном работает на 50 лет, ясер капитаном. Это мой бывший первый помощник. Были случаи, вот когда по Алдану плавали, а там же настолько быстрое течение. Вот такая махина идет, понимаете, ну, чуть берега не хватает, а там и скалы. И настолько это такие сложности на нервы капитана, на моих помощников действует. Конечно, мы же ответственность чувствуем. Бывало таких перекатов, стоишь на одном месте, вот бьешься, идешь, вот потом уже как-то уже проходишь. Но это было ежедневным напряжением. И так проходило от начала до конца навигации. Когда мы завершали съемки фильма, пришло известие о том, что Михаил Федорович Спиридонов назначен начальником судоходной инспекции Ленского бассейна. Минуты торжественные и печальные, потому что прощаешься с делом, которому отдал 30 лет жизни. Прекрасное, неповторимое время. Сложна, коварна Быковская протока. Но и молодой капитан Захаров не новичок. В свои 36 уже плавал на Курилах, вдоволь хлебнул соленых каспийских штормов, ходил капитаном по Лени на сухогрузе Сумгаит. И вот теперь на флагмане 50 лет Я АССР принял эстафету от Спиридонова. Преемственность поколений. 7 футов под килем тебе, капитан. Флагман — это корабль, несущий флаг командира, лидер, за которым идут вслед. Люди, как корабли, тоже бывают флагманами. Таким был Афанасий Данилович Богатырев, потом Спиридонов. Кто будет следующий? Кто примет флагманскую эстафету?